прямом эфире информационная программа «Вести». Чеченская республика. Мои коллеги Ярам Занабуев готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Мечеть и медресе открыли сегодня в селении Цоци-Юрт. Помня истоки и чтя традиции. Рамзан Хаш. Обратить садир иш масу тейпнаш. Шеймет кшана дола дахар масу тейпнаш шейбах мет кшир. В своем родовом селении собрались представители тейпа Пешой. Встречая зиму в тепле. Плану график стан хадакан элли саду бобеш обслуживание для начала АЗП проверки шешная. Газовые службы проверяют работу тепловых энергоустановок к отопительному сезону. Большой груз сладких подарков и игрушек получили дети из Луганской Народной Республики. Благотворительную акцию провел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поддержку направили сразу в 5 детских центров и образовательных учреждений. Каждый ребенок получил внимание и поддержку. Доставку груза организовала медико-санитарная часть МВД России по Чеченской Республике. В Цоци-Юрте свои двери для верующих сегодня распахнула новая мечеть и медресе. На торжественном событии присутствовали почти все местные жители. Собравшиеся выразили уверенность, что религиозный комплекс объединит верующих и воспитает подрастающее поколение в истинных ценностях ислама. Репортаж Турпалали Тайсумова. Для жителей села Цоци-Юрт настал долгожданный и приятный момент. Мечети и медресе открываются вместе. Святыня будет носить имя Ломали Садулаева, первого заместителя директора ТФОМС региона, а Центр изучения Корана назвали Ясин. В честь большого события сюда прибыл председатель Совета алимов Республики Северо-Кавказского федерального округа Хожи Ахмед Хаджи Кадыров. Со словами благодарности к ним обратился глава администрации Курчеловского муниципалитета Асланбек Расханов. دقي بركته عمل حج دا غازو قبل دوال سون بركتي نيقو تاعتون نيق داوش دي بيسي دوتش ساد ديال سقوا شوي مهكدا عمل حج رمزان شين بونا دقيقتين حقيقي تنيوخي داخوش تون دوزل تاقا ومهكتان ايماني دقر سيزرخ ومسيري زرخ Хожи Ахмед Хаджи Кадыров в своей речи упомянул несколько праведных людей, которые в свое время посещали данное село с целью укрепления духовного единства всех жителей. По его словам, открытие этих объектов показывает заинтересованность руководства к благим условиям тех, кто хочет изучать свою религию. لاتنا صوتي حارش برجع صور بايزش سوشيت صنوات ولا هو إلى العالمنا برجع هبل عالم صوت حسين إله برجع بايزنا وصوه سارس مرزونش لاتنا بعدو تهن صون قستنا تينرك يسون حلالات شبرو ومحكري مغبو هون الجح صحنا دينو دقة دين تشدو دنيا شو صحنا دينو دقة زكوة شدو دنيا شو صحنا زكوة ونخشي قومو ويبوسل بدينو بيشبل ليرم لارم بين باتس نخشي زدري سنة قاستنا وي باتشعوا دار عارش ويل إذا نخشي زدري دز دي أسيتي لنا إمرزو سنة دقيقتا
Прочитав дуа, собравшиеся исламские деятели распахнули двери святыни и медресе. Внутри они ознакомились с условиями. Современные кабинеты включают технику и пособия. Как отметил председатель Совета алимов республик СКФО, это то, чего так желали наши деды и прадеды. أحمد حاجي بيركت سو أصلا بيك مؤلرة أحمد حاجي نيق بيركت تسه دزن سو سميلتيس نتقوش تش خين سو قينك أنت طبعا ويمك كذا بحندلش ساري وقتين يلو أيماني كورت يلو شلفون بحندلش هر نعمت وين داله صدله وسوي دكش داي دعيسه. Однако это все не ограничивается условиями для учебы и молитв. Есть еще один большой плюс. На территории религиозного комплекса имеется место для отдыха. К примеру, вот на таких подвесных скамейках. Украшением является фонтан, на котором установлена каменистая гора с национальными башнями. Дети были рады такому подарку не меньше взрослых, ведь совсем скоро они начнут здесь свои уроки по изучению священного Корана. Открытие комплекса стало возможным при поддержке благотворительного фонда «Даймох». Участники встречи прочитали первую мавлид во благо успешной работы преподавателей и успеваемости учеников. Турпал Алита Исумов, Ислам Нацуров и Саид Селиман Пукаев. Вести, Чеченская Республика. Представители Тайпа Пешхой организовали ежегодную встречу в родовом селении. Люди съехали, чтобы сохранить историческую память и воспитать духовно-нравственные качества у молодежи. Местом встречи стал религиозно-культурный комплекс Шамсудин-Гала. Турпал Алита Исумов в месте, которое дает силу представителям Тайпа. Религиозно-культурный комплекс Шамсудин-Гала вновь принимает множество гостей. Это старейшины, имамы и люди, знавшие человека, в честь которого и названо это красивое место, уважаемого во всем субъекте представителя Тайпа Пешхой Шамсудина Якубова, ушедшего в праведный мир по воле Всевышнего. Именно он заложил первый камень в возведении уникального комплекса. Участники схода провели время в теплой обстановке, рассуждая о том, каким он был замечательным человеком и как непросто было создать здесь идеальные условия для верующих и останавливающихся туристов. Şamsuddin muhtar var elçi, komers var, dün olmuş var, şahil çok sab, mağna doyı, huma şek olmuş, iddialı, diyse, elmas biz muhboluş, zat gıkılor diluş var Şamsuddin. Dalsi hizyolos usmada hokrivoy, dal фридосос мне хашвой, дал тахберки. Объект расположен в горах Галанчожского района, восстанавливаемого муниципалитета в составе региона. Село Пешхой было густонаселенным до печальных событий 40-х годов прошлого века. Теперь здесь снова создаются условия для полноценной жизни. Люди переезжают в родные места. Огромную роль и помощь в строительстве комплекса оказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, рассказывает брат Шамсудина, присутствующий на сходе представителей Тайпа Пешхой. Харметка Шамсудиса, 18 год, июля, Харметк, духала и бау. دعيولير سو هربوالخ دعبول برباحن هودرون سن الشي وي باتشا رمضان حش ابرتي تصدير ايش مسو تيب نشك شي ميتك شنا دولة دهار مسو تيب نشي باخ ميتك شير شي تير باخ شي ديش سيدي عشا ايش باو يحارش قديك دهار شي دلوش ديك دهار الا ايش تخش شو ديها تخديجة تويجة دجا ولا إشتي لا أرشين بيشخة وأنا باو ماجد قد لا أرشين على أربوال ضعبولي نيرسو وسمناس تجودي حق. Это место построено таким образом, чтобы сохранить культурную ценность. Люди не должны ее забывать, поэтому количество только растет по воле Всевышнего и труду региональной власти. Турпал Алита Исумов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В эти минуты во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева проходит церемония открытия юбилейного международного фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Яркое культурное событие в эти дни соберет на одной сцене молодых талантливых исполнителей и профессионалов. Творческое состязание пройдет в 2 тура. Наша съемочная группа выходит с нами на связь. Валентина Гусевская. Какая атмосфера царит на открытии?
С минуты на минуту начнется концерт в честь открытия 15-го юбилейного международного фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Участников уже представили на ковровой дорожке. Танцоры и хореографы из разных стран, включая Россию и зарубежья, собрались в Чеченской Республике. В следующие несколько дней участники будут представлять разнообразные стили и направления сольного танца. Конкурс призван выявить лучшие таланты и поддержать развитие хореографического искусства в России. В республике активно готовится встретить зиму в тепле. Перед началом отопительного сезона специалисты газовых служб проводят проверки состояния тепловых энергоустановок. Представители «Газпрома» рекомендуют жителям заблаговременно проверить свое газовое оборудование, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации. Лейла Муртазова о мерах безопасности. С наступлением осени пришла и прохлада. Вместе с тем сотрудники газовой службы «Газпром» газораспределения Грозный ведут работы в Ачхой-Мартанском районе по подготовке к газораспределительной системе муниципалитета к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. Специалистами филиала осуществлена подготовка газового хозяйства Ачхой-Мартановского района к осенне-зимнему периоду 2024-2025. Проведены работы по текущему ремонту газораспределительных сетей и газораспределительных редуцирующих устройств. Выполнен текущий ремонт газорегуляторных пунктов в количестве 85 единиц. Заменено 35 отключающих устройств. В этом важном процессе основное внимание уделяется проверке состояния трубопроводов, оборудования. Специалисты проводят полную диагностику газовых сетей, визуально осматривают, тестируют на утечки. У Айны Азимовой маленькие дети. Чтобы в доме было тепло, а главное безопасно, она каждый год с нетерпением ждет сотрудников, которые регулярно проводят техническую проверку и информируют по технике безопасности. Шейбел бешпу технически массу котела на газ массун проверки шпу чуахью хохоль. В Ачхой-Мартановском районе тщательно подготовились к отопительному сезону. Проведен капитальный ремонт газопроводов протяженностью более 5 километров и 16 пунктов редуцирования газа. Заменено 35 отключающих единиц. Филиал завершил подготовку и достиг цели обеспечить надежное снабжение голубым топливом жителей. Подобные мероприятия ведутся во всех муниципалитетах субъекта. В Чеченской Республике активно ведутся работы по подготовке объектов к отопительному сезону. Система теплоснабжения в регионе функционирует надежно и готова обеспечить население теплом в холодное время года. Успешную подготовку к отопительному сезону в регионе подтверждают и представители предприятия «Газпром» газораспределения Грозный. Проводился капитальный ремонт более 25 километров наших газопроводов. Также проводилось приборное обследование, проводится диагностирование газопроводов с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации наших газопроводов, которые настиг срок более 40 лет. Также у нас и здания, сооружения подготавливаются к осенне-зимнему периоду, автотранспорт. Все указанные мероприятия проведены в полном объеме. Газораспределительная система готова к эксплуатации, в осенне-зимний период. Если в ходе проверки специалисты обнаружат неисправности или нарушения, такие проблемы устраняются на месте. Все работы направлены для комфортности и безопасности жителей республики. Они обеспечены теплом. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Сайцелем Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялось торжественное открытие военно-патриотического музея «Дорогами отцов». Его организовали на базе Республиканского детско-юношеского центра физического воспитания, спорта и туризма. Работа по его созданию началась в 2022 году. Благодаря неравнодушным людям задумка воплотилась в реальность. Открыли музей с традиционного разрезания красной ленты. После гостей пригласили на первую обзорную экскурсию. Данная работа проводится в рамках поручения президента Российской Федерации, в соответствии с которым к концу 2024 года музеи должны быть открыты во всех школах страны. В Чеченской Республике на сегодняшний день уже открыто более 400 школьных музеев.
данная работа будет продолжена. В Грозном открылся новый филиал Международного центра развития детей «Старту». Он рассчитан на 800 учащихся в месяц и предлагает обучение для детей в возрасте от 2,5 до 17 лет по 14 образовательным направлениям. Торжественное открытие посетили многочисленные гости, в том числе заместитель министра образования и науки Лечи Джумаев. После традиционного разрезания красной ленты для присутствующих организовали экскурсию, на которой рассказали о возможностях, предоставляемых учреждением, и о передовых методиках обучения. Главной миссией центра является содействие интеллектуальному росту подрастающего поколения. Наш центр дает детям возможность быть всесторонне развитыми, перспективными, детьми, которые в будущем могут создавать свои огромные проекты. И, конечно же, будут поднимать статус вашей республики, ну и в целом всей России. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах, социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.